Стало известно, что Китай разработал специальную вакцину для контроля демографической структуры Восточного Туркестана. Для сокращения коренного населения региона китайские власти издали указ об обязательной вакцинации женщин. С момента вторжения в Восточный Туркестан Коммунистическая партия Китая пыталась контролировать рост населения несколькими способами. До прошлого года проводились обязательные аборты среди уйгурок, казашек и других мусульманских женщин детородного возраста. По сообщениям китайских СМИ, вакцина, разработанная для профилактики гинекологических заболеваний и рака шейки матки, применяется в провинциях Урумчи, Кумул, Тарбагатай, Турфан, Аксу и Кашгар. Китайские власти заявили, что эта вакцина намного эффективнее и стоит дешевле, чем импортная. Стоимость вакцины, предназначенной для женщин в возрасте от 9 до 45 лет, составляет 329 юаней. Китайские оккупанты считают, что все женщины региона должны пройти процедуру по 2 раза. Министерство торговли США сообщило о вступлении в силу новых санкций в отношении 33 китайских компаний и организаций, объявленных в прошлом месяце. Представители министерства заявили, что компании были внесены в черный список за шпионаж, участие в разработке оружия массового поражения и связи с китайской армией, дислоцированной в Восточном Туркестане. Министерство иностранных дел Китая осудило США, заявив, что это внутренняя политика Китая. Санкции будут распространяться на продажу американской продукции компаниям и организациям, включенным в черный список, а также на материалы, произведенные за рубежом с использованием технологий США. Президент США Дональд Трамп заявил, что может повысить таможенные пошлины для Евросоюза и Китая, если они не снизят налоги на американских лобстеров. Во время визита в штат Мэн Трамп встретился с руководителями предприятий, занимающихся промыслом и продажей морепродуктов. Говоря о таможенных сборах, применяемых Евросоюзом к лобстерам, импортируемым из США, Трамп сделал следующее заявление: «Если Евросоюз не снизит эти налоги, мы введем дополнительные пошлины на европейские автомобили. Если же Китай откажется от снижения таможенных пошлин на наши морепродукты, мы подпишем указ о повышении налогов для продукции китайских компаний». По сообщениям бразильской прессы, президент Жаир Больсонаро, относящийся к ультраправому крылу, отметил, что бразильское общество не нуждается во мнениях извне. Больсонаро сделал следующее заявление: США вышли из Всемирной организации здравоохранения. Что касается нас, то мы работаем над этим вопросом. Либо Всемирная организация здравоохранения будет вести свою деятельность без идеологической составляющей, либо мы выйдем из этой организации. Президент США Дональд Трамп заявил в конце мая, что Китай доминирует во Всемирной организации здравоохранения, и сообщил, что его страна выходит из состава организации, ссылаясь на то, что руководство организации не способно провести давно назревшие фундаментальные реформы. Правительство национального согласия Ливии, базирующееся в Триполи и поддерживаемое турецкими военными, захватило последний оплот генерала Хафтера. Город Тархуна, расположенный недалеко от Триполи, был взят под контроль силами правительства национального согласия, которое официально признало ООН. Воздвигнутый на холмах в юго-востоке от Триполи, Тархуна имеет стратегическое значение для атак, предпринимаемых силами Хафтера, которые в течение последних 14 месяцев пытались захватить столицу.